Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами продолжаем консультации, как будто бы индивидуальные со мной. Психологические консультации – это расклад на один вариант, как будто бы вы сидите рядом со мной, мы общаемся с вами. Итак, сегодня наша тема расклада – ваше ближайшее и более отдаленное будущее. Мы посмотрим достоинства и недостатки вашего ближайшего будущего, то есть какие хорошие события будут происходить, а какие не очень, и также что вы найдете, а что потеряете, ближайшую перспективу и более отдаленную перспективу. Гадать я буду на картах Ленорман. Вот такие замечательные карты. Сегодня у нас другая колода Ленорман. Итак, я опять в лесу, потому что он недалеко от моего дома. Давайте посмотрим сначала, как обычно, сдвинем и посмотрим дно колоды у нас, уже по традиции, да? Итак, даю, мой собеседник или собеседница, сдвигаем 3 раза. И 3. Итак, ух ты, какая замечательная карта «Сад» выпала. А это значит, что вы скоро будете общаться с кем-то. Будете в обществе незнакомых людей, вам будет интересно, весело, может быть какая-то вечеринка или рабочий корпоратив, и вы будете знакомиться. Вам будет, вот знаете как, необычное общество. В этом обществе вы еще не были никогда. Интересно, да? Хорошо. Давайте теперь посмотрим достоинства ближайшего будущего, то есть какое хорошее событие у вас в скором времени произойдет. Давайте смотреть. Так. Вышла карта «Дом». Дом – это замечательная карта. Она показывает всегда, что у человека решаются положительно вопросы с недвижимостью. Вы можете приобретать даже недвижимость в ближайшем будущем, представляете? Оформлять ее как-то, получать, не знаю, наследство, да, например. Конечно, наследство, оно получается примерно через полгода. Как раз может, допустим, быть какое-то оформление, да? Также могут быть какие-то подарки в виде недвижимости или ремонт дома, обустройство дома, меблировка, покупка что-то домой. В скором будущем вот у вас может быть такое. Но также дом – это замечательная карта для семьи, для семейных отношений. То есть семейные отношения у вас явно наладятся. А вот если у вас еще нет семьи, нет отношений, то карта «Дом» может говорить о том, что вы можете встретить человека для создания семьи. Однако, опять же, карта тут же дает совет не сидеть много дома, а выходить куда-то в свет, чтобы общаться с людьми, знакомиться, и тогда вы встретите человека, который действительно подходит вам для семейных отношений, для создания этой семьи. Так, хорошо. Давайте теперь посмотрим, что может произойти такое не очень хорошее, да? Недостатки вашего ближайшего и более отдаленного будущего. Какое событие вам может не понравиться? Итак, вышла карта «Коса». Коса – это событие, когда вы, допустим, с кем-то общаетесь, да, и начинаете ссориться. И может привести этот конфликт к разрыву отношений. То есть это не обязательно, допустим, любимый человек. Это может быть подруга, друг, приятель, даже коллега по работе. Вот с кем-то вы можете просто взять и перестать общаться. С родственником можете перестать общаться в скором времени. То есть давайте даже уточним, вот с кем, кто это может быть, с кем это связано. Что за коса у нас тут выпала? Букет, видите, букет. То есть, по сути, это человек, который имел к вам романтические притязания, но не муж, не жена, не человек для серьезных отношений, а именно тот, кто, просто проявлял интерес. Писал, звонил, ухаживал или намекал на что-то, кому вы были симпатичны. Вот вы можете эту связь просто полностью прекратить. Например, на основе того, что этот человек не может иметь с вами серьезные отношения, понимаете? Вы ему допустим, нравились этому человеку, да? Или нравитесь прямо сейчас. Хорошо. Следующее у нас, что вы найдете? В скором времени что вы найдете? Всадника.
Ну, замечательная карта, на самом деле. Вы найдете дорогу куда-то. Вы куда-то поедете или к вам приедет гость в скором-скором времени. Более того, ну, всадник — это такая карта, показывает курьерские доставки, посылки, сообщения от любимого человека, яркие отношения, страсть к кому-то можете найти в скором времени, недвусмысленный интерес от кого-то, кстати. Вот, также это может быть, ну что, ну, например, дорога, да, или разъезды куда-то постоянные, то есть, допустим, работа удаленная. И еще это может быть покупка транспортного средства, представляете? Может быть, вы в скором времени просто купите машину. Вот что вы найдете, да? Покупку машины и сдачу на права, например, да? Или если у вас есть права, просто купите машину, будете ее водить. Хорошо, что вы потеряете? Давайте посмотрим. Что же вы потеряете в скором времени? Клевер. Вы знаете, клевер — это какой-то простой человек, простоватый человек. Но бывают такие люди, знаете, вот, которые общаются по-деревенски, что ли, немножко. Вот, может быть, тот человек, который за вами ухаживает или ухаживать будет, да, или проявлять к вам недвусмысленный интерес, или тот человек, которому вы симпатичны, и с которым будете либо ругаться, либо просто вот обрывать как-то, да, отношения, он связан как-то с деревней. То есть этот человек, он может быть совершенно простой, не соответствовать вам никак, да, и может быть именно из-за этого ваши интересы не сойдутся в принципе-то. Хорошо, теперь смотрим ближайшую перспективу, что вас ждет. Ну так, в будущее, да, само по себе. Собака, хорошая карта собака. Вы знаете, карта собака, она всегда показывает верного человека рядом, на которого вы можете положиться, с которым вы можете строить очень гармоничные отношения. И вообще собака — это тот, кто за вами таскается, ну, ходит. Ну, то есть не бросит никогда. Вы же знаете, что собака своего хозяина никогда не бросит. Вот так же человек, собака, он никогда вас не бросит, он будет вам всегда верен. Вот вы себе найдете вот такие отношения, да, или такую дружбу, или такую взаимосвязь. Вот кто-то будет рядом всегда верный, всегда подставит вам плечо и поможет. И также события, да, то есть помощь от какого-то близкого человека. Также мы видим здесь Луну. Луна показывает сюрпризы нашего подсознания, то есть в скором времени у вас могут происходить такие события с подсознанием, как откровения, да, ночные откровения, очень интересные ночные разговоры могут быть с нашей собакой, то есть с человеком, который вам подходит для любых отношений, взаимоотношений, неважно, там, любовь, не любовь, но вы можете очень много обсуждать вот так по-дружески под Луной. Хорошо. Что у нас тут еще? Давайте. Что еще в ближайшем будущем? Дерево. Вы будете здоровы и крепки. Вы укореняетесь. Между прочим, дерево — это очень позитивная карта, это карта счастливая. То есть вас ждет счастье в любом случае в скором времени. Именно когда человек, он не сгибался ни под какими обстоятельствами, укоренился и стал очень крепким. Вообще, это карта выздоровления чаще всего, но и непоколебимости жизненных сил, невероятной энергии и доброты. То есть, вот видите, какое у вас ближайшее будущее хорошее. Вот у вас идет прям собака с луной, да, и дерево. То есть, вот эта собака, она будет вас укреплять, укоренять. Но вы как будто бы вот откровение из подсознания получаете именно в связи с этой собакой, в связи с человеком, верным вам. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. События более отдаленного будущего. Кто-то мне уже намекал про волосы в комментариях. Хочу их поправить. Ну вот, поправляйте. Так, более отдаленное будущее. Рыбы. Замечательная карта. Вы знаете, она всегда говорит о финансовой прибыли. Она говорит о том, что вы станете в более отдаленном будущем гораздо более богатым человеком. Вам идут денежки. Но сначала для этого, да, нужно пережить ближайшее будущее. То есть поговорить с нашей собакой, быть рядом, быть вместе, строить какие-то взаимосвязи. И укорениться по дереву. И вот дальше у вас идет процветание, богатство. То есть вы уже можете быть более состоятельным человеком, найти хорошую, богатую работу. Следующая карта у нас ребенок. Замечательная карта, она показывает нововведение в вашей жизни. Это может быть новая денежная работа прибыльная или новое ответвление в работе, ну то есть, допустим, если вас повысили в должности. И также это может быть ваш новый бизнес.
если вдруг вы захотите его открыть. Конечно, ребенок иногда может означать рождение детей, в некоторых случаях, да, или с ними взаимодействие и работу. Дальше у нас мы видим карту якорь. Вы в этом смысле укоренитесь, то есть на новом месте вы явно укоренитесь, и у вас все будет хорошо. Между прочим, якорь – это стабильная карта, которая показывает, что в финансовом смысле вы станете очень-очень стабильным человеком. Видите, рыбы, да? То есть вам придет богатство, а потом вы это богатство стабилизируете, и потоки денежные, они будут приходить к вам долгое время. Вот такой ответ вам сегодня дали карты. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам понравилась индивидуальная вот такая вот консультация на природе. Всем пока и до новых встреч.